Сегодня у нас проходит мероприятие, обсуждение, круглый стол по результатам исследования, которое проводилось в рамках нашего проекта по людям с инвалидностью и продвижению их трудовых прав. Мы рассматривали как законодательную базу, так и проводили полевое исследование, что является такими очень уникальными данными, где мы проводили опрос с людьми с инвалидностью не только с теми, которые были зарегистрированы в Министерстве труда и социальным фондом, но также мы рассматривали людей, которые не проходили экспертизу, и фактически они сейчас не являются получателями какой-то господдержки. Что касается кабинетного исследования, у нас очень много нормативно-правовых актов, хорошие нормы, они даже соответствуют международным стандартам, но проблемой является то, что они не исполняются или исполняются ненадлежащим образом. Действительно, законодательство Кыргызстана считается прогрессивным, очень прогрессивным. Считается, что мы следуем всем стандартам, которые установлены мировым демократическим сообществом, но тем не менее практика показывает, что проблемы есть, проблем слишком много для такого передового, скажем так, законодательства. Я причину вижу в том, что, во-первых, при принятии законов мы, депутаты, до сих пор, возможно, некоторые депутаты и сейчас не предусматривают, не соблюдают регламент. Люди с инвалидностью, даже имея базовое образование, кто-то получает среднее образование, техническое или высшее образование, они все равно сталкиваются с дискриминацией и со сложностями нахождения работы. В связи с этим мы пригласили также ассоциации работодателей, чтобы еще раз подчеркнуть важность именно стимулирования и найма людей с инвалидностью.